Добрый вечер. Время новостей на АТР. Сегодня 551-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Один погибший, около сотни раненых силовиков и 5 изгнанных депутатов. Таковы последствия внеочередного заседания Верховной Рады. Под парламентом собрались митингующие. Они против изменений в Конституции, которые дают возможность получить особый статус Донбасса. Как принимали изменения в Конституцию, в нашем сюжете. За час до заседания под Верховной Радой выстроились милиционеры. Напротив – митингующие. Выступают против изменений в Конституцию. Большинство с флагами «Свободы» и радикальной партии Ляшко. Якщо приймати зміни до Конституції, так треба тільки так, щоб не була легітимізація цих бандформувань, які зараз воюють на Донбасі проти України. Само же заседание задерживается, журналистов в зал не пускают. Парламентский президиум блокирует фракция Ляшко. Через час председатель Верховной Рады все-таки открывает заседание под крики «Ганьба». В зале сплошной шум и гам. Ляшковцы включают сирену и стучат бутылками. Сам лидер фракции стучит по президиуму сильнее всех. Перед голосованием высказаться дают всем фракциям. Далее голосуют. 265 решение принято. 265 депутатов изменения поддержали. За блок Петра Порошенка, Народный фронт, оппозиционный блок и внефракционные. Ми дали можливість президенту зберегти світову антипутінську коаліцію. Бо ніякої іншого союзників, крім ЄС, США, ніяких інших важелів, крім світового фінансового тиску на Росію, краще в цій війні ще не придумав ніхто. Против изменений большая часть самопомощи. 5 из депутатов за то, что проголосовали, сразу после заседания исключили из фракции. Не поддержали также фракция радикальной партии и Батьківщина. Сьогодні ми будемо мати шлях не до миру, тому що Російська Федерація, яка намагається через конституційні зміни розділити нашу територію, нашої держави на куски, вона не прагне миру, вона прагне продовження війни. После того, как депутаты проголосовали, митингующие идут в наступление. Сначала толкались и бросались дымовыми шашками. Затем из толпы в сторону милиции полетела граната. Упала прямо под ноги одному из нацгвардейцев. В Нацгвардии сообщили, ранены около сотни военнослужащих, 4 в тяжелом состоянии. Осколком также задело оператора телеканала «1+1». Арсен Аваков отчитался. Уже задержаны около 30 человек. Гранатометальщика тоже поймали. Наталья Калинка, Альвина Саидбулаева, Ислам Пинка, Эльдар Исматов. Заман, АТР. В Крыму похоронили 2 крымских татар, которых жестоко убили и закопали в землю в пригороде Симферополя. Пропавших 10 дней назад Мемета Селимова и Османа Ибрагимова нашли мертвыми в эту субботу. Проводить в последний путь Мемета Селимова пришли родственники, друзья и коллеги. Он работал водителем на скорой помощи. Парень такой нормальный, отличный парень был. Ну, смерть не выбрала. Плохих не берет, берет хороших. Что я могу сказать? Хороший хлопец был. Парень в скорой помощи работал, отзывчивый, добрый. Вот сколько раз вот по улице идешь, он вот на машине едет, остановится все время. Ага, МГ, Отрин, Алтин. И не только по отношению ко мне. Очень потрясен. И тем более это уже не первый случай, когда наши ребята вот так вот гибнут. 29-летний Мемет Селимов и 27-летний Осман Ибрагимов пропали 21 августа. Вечером около 9 часов Мемет сообщил родителям, что отправился к своему другу Осману. Через какое-то время родители не смогли связаться с ним по телефону, а после телефон был и вовсе отключен. 29 августа тела обоих молодых людей со следами множественных ножевых ранений были обнаружены закопанными недалеко от кафе в селе Богдановка под Симферополем. По моим сведениям, в 10-11 его уже убили. Сутки он лежал в комнате. Потом уже эти в себя пришли после пьянки. На следующие сутки ночью его закопали. Неделю он был закопан.
Одна из рассматриваемых полицией версий бытовая. Возможно, конфликт разгорелся из-за девушки. Кто-то говорит из-за девушки или девушек. Бытовой ссоры, вот разгорелся конфликт, в результате чего преступник нанес или сам, или вдвоем с соучастником ножевые ранения. Большое количество ножевых ранений молодым людям. После этого они хладнокровно, недалеко от этого кафе, выкопали яму и закопали трупы там. 30 августа неподалеку от Севастополя во время оперативно-розыскных мероприятий был задержан один из участников преступления – 31-летний ранее судимый мужчина. Остальные участники преступления в розыске. Нариман Джилял отмечает, не стоит политизировать это двойное убийство, но и полностью снимать с власти ответственность за этот шокирующий инцидент нельзя. Похороны убитого Османа Ибрагимова прошли сегодня в полдень в селе Богдановка. Ильмаз Ибрамова, Асан Асанов, Заман, АТР. По делу еще одного пропавшего в Крыму Мухтара Арисланова новые подробности. Есть свидетель, который видел, как люди в форме полицейских посадили его в машину и увезли в неизвестном направлении. Все подробности в сюжете. Вот уже 5-й день нет связи с жителем микрорайона Фонтана Мухтаром Арислановым. Он ушел из дома в магазин в районе улицы Залесской. По словам сестры Нурфия Каракаш, нашелся свидетель, который видел, как Мухтара затолкали в машину. Он видел, как вели брата моего, Мухтара Рустамовича, и как его вели двое мужчин как бы в полицейской форме. Со стороны домов, там этажные дома, с этого переулка спустился микроавтобус серебристого цвета. Его закинули в этот автобус, сели и уехали в направлении города. 45-летний Мухтар Арисланов работает учителем физкультуры в Константиновской школе Симферопольского района. Он тренер по дзюдо. Его жена Наиле то утро хорошо помнит. Последний раз с мужем разговаривала 10:30 утра. А вот в 2 часа дня связи с ним уже не было. Он уходил в хорошем настроении, он с утра шутил. То есть никаких предпосылок ни к чему не было. Он даже документы не взял, он просто пошел в магазин. Родные и близкие Мухтара Арисланова не находят себе места. Они обратились в полицию. Там заявление о пропаже человека приняли. Ситуацию пока не комментируют. Новых подробностей в деле нет. Идет следствие. Иншаллах, мы надеемся, что мы его найдем невредимым, целым и здоровым. Может, кто-то видел, слышал. Пожалуйста, откликнитесь на нашу просьбу. Не оставляйте равнодушным. Айдар Мустафаев, Асан Аметов, Заман, АТР. Съемочной группе АТР в очередной раз препятствовали в проведении съемок. Инцидент произошел на встрече односельчан в Василии, ныне поселок Васильевка в Ялте. Начальник отдела по межнациональным отношениям российской администрации Ялтинского горсовета Энвер Аметов требовал от журналистов специального разрешения для съемки неполитического мероприятия. Небольшая группа людей заступилась за журналистов АТР, и после появления правоохранителей праздник решили прекратить. Вы журналисты. Если журналисты не знают, то кто знает? Это вы в первую очередь знаете. Массив Луговое Симферопольского района может остаться без парковой зоны. Горожане собрались на акцию протеста против застройки лесополосы. Здесь местная строительная фирма хочет возвести многоэтажный комплекс. Руководство российской администрации города работы по вырубке леса пока остановило. Ранее российское правительство Крыма разрешило уничтожать деревья даже на особо охраняемых природных территориях. Писали во все инстанции, приезжала комиссия, вроде бы обнадежила, что все под контролем, но тем не менее перемена властью, опять все возобновилось. При Украине было выделено сессии, то ли 23-й сессии 6-го созыва, было выделено под индивидуальное строительство неким гражданам неизвестным 21 участок. Это оползневая часть земли, оно все тут нарушится, рельеф, и поползут и дома, и дороги, сами знаете, как тут чревато вот это последствия. Поэтому люди обеспокоены. Здесь мы проводим свой культурный досуг. По генплану он указан под пунктом 14, что он относится под парковую зону для отдыха детей и взрослых, понимаете? Поэтому жители этого микрорайона Чукуча его сохранили. На протяжении 25 лет, если кто-то пытался там что-то вырубить, в тяжелые времена, когда тут не было света, газа, дров, вы сами понимаете, с маленькими детьми, и мы попытались эту природу сохранить.
В Румынии состоялось первое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. В город Констанца съехались недавно избранные члены исполнительного комитета из многих стран. 1-2 августа в Анкаре прошел второй Всемирный конгресс крымских татар. Будет два основных офиса, которые будут организовывать работу Конгресса. Один в Киеве во главе с президентом Конгресса, и второй офис в Анкаре во главе с генеральным секретарем Конгресса Намык Кемал Баяром. В наших планах открытие офисов в других столицах, и в первую очередь европейских. Вместе с тем в Констанце прошел ежегодный фестиваль культуры крымских татар Румынии. На нем представили национальные костюмы, танцы и песни. Не обошлось и без традиционной национальной борьбы крымских татар – куреш. Фестиваль открылся костюмированным парадом. Многотысячная колонна участников парада прошла по улицам Констанцы. Вечером же на сцене городского дворца культуры состоялся грандиозный концерт. Французский депутат Тьерри Мариани, который посетил Крым в конце июля, может лишиться должности в ПАСЕ, пишет Укринформ. Представители бюро ПАСЕ в Париже могут принять такое решение сегодня во время рабочего заседания. На повестке дня бюро предусмотрено рассмотрение вопроса поездки французских парламентариев в Крым. Новый символ Крыма – крымско-татарская тамга. В сети появилась полная серия современных символов областных городов Украины и Крыма. Это работа известного украинского художника Андрея Ермоленко. У каждого герба, у каждого города Украины есть свой неповторимый узор и свои особенности. СБУ задержала в Донецкой области инструктора-снайпера из ДНР. Как сообщили в ведомстве, в сентябре 2014 года злоумышленник вступил оружейником в террористическое казацкое формирование. Впоследствии он стал инструктором и учил боевиков снайперской стрельбе. Террорист принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений близ Дебальцева, Углегорска и Донецкой области. Эта война никому не нужна, эта война не наша. Надо жить в целостном государстве, а не раздрабливать его по кусочкам. И хочу попросить прощения у жителей всей Украины. Потому что, да, я осознаю, что можно было бы все сделать это по-другому, без всяких кровопролитий, которые никому не нужны. Так называемая весна просто обманула всех, и все. Извините меня, пожалуйста. СБУ запретила въезд в Украину 16 российским журналистам и деятелям культуры. Пресс-служба ведомства сообщила, въезд на территорию страны запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, персонами нон-грата в Украине являются Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков. Все они, уверяют в СБУ, создают угрозу нацбезопасности. Одолец крымско-татарского «Справедливость». Первая крымско-татарская футбольная команда с таким названием появилась в Киеве. Первая игра состоится уже в эту субботу. С ребятами из «Одолет» встретился наш Алим Абдулхаиров. Мемет играет на позиции левого полузащитника. По специальности преподаватель математики, но посвятил свою жизнь гончарному искусству. В Киеве уже больше года. Всегда мечтал играть в настоящей футбольной команде. Я не знал, что у нас так много, и получилось, я пришел как-то на встречу КМЦ. Там я увидел, что у нас реально немало здесь, и у меня тогда возникла идея уже создать команду. Сидбекир Сулейманов, один из лидеров команды, окончил факультет радиофизики и получил экономическое образование в высшей школе экономики. 23-летний игрок команды «Одолет» играет в нападении. Играть в футбол начали на выходных, а потом решили создать команду, говорит Сидбекир. Где-то, наверное, уже с октября и там по апрель месяц нам нужно будет арендовать зал. Вот это наш вопрос, да. И тренер на данный момент парень, который согласился нас тренировать. То есть на данное время вот это наш тренер. В будущем я не знаю, будет ли он продолжать или нет. Так что один из вопросов это также тренер. Ну зачем? Один бы мог бы играть спокойно.
Талят Белялов преподает финансы. Вместе с друзьями решил помочь ребятам воплотить мечту. Решили им помочь в организации футбольной команды, заявки в турнир в чемпионате Киева 8-на-8 турнире. Ну, решили поддержать там финансово и там материально, как если возможно, и морально в какой-то степени, чтобы команда Крымско-Татарская, первая в Киеве, может даже в Украине, действительно начинала какие-то свои спортивные достижения. Чуть корпус ставьте, бейте, не бойтесь. В первый год попасть в тройку лучших команд города Киева, в будущем стать чемпионами, потому что мы ставим самые высокие цели. Уже в эту субботу ребята сыграют свой первый матч в составе крымско-татарской футбольной команды «Адалет». Сыграют на стадионе ДЮСШ номер 15 с командой «Спортинг». Алим Абдулхаиров, Ислам Пинка, Заман, АТР. Севастопольцы хотят вернуть советского вождя Сталина. В сети набирает популярность видео о том, как жители Севастополя стоя аплодируют песни «Верните Сталина». Ролик выложили в сети 26 августа. Его просмотрели уже более 200 тысяч раз. На нем малоизвестный певец Курочкин выступил на фоне звезды с портретом Иосифа Сталина и советских флагов. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.